Чего она выпендривается? Ну, прям бесит. Посмотрите, ребята, как она подготовилась. Это называется человек ответственно отнесся к своей работе, да? К своему труду. Да, видите, тут такой ужас подписчик. Скоро мой подписчик болсак прямой эфирге кіреміз. Подписчик жинау керек негізі. Я сендермен келісемін. Ал сен ше Ақнар? Жоқ қыздар, мен ондайға қызықпаймын. Мен тек қана суретті лайк үшін емес, тек қана кеселік үшін саламын. Боже, ладно. Зачем вы так? Прости, Ақнар, я не специально. Блин, что же мне теперь делать? Может, стоит сходить к школьному психологу? Возможно, она сможет мне дать совет. Да, точно, надо сходить. Я столкнулась с такой проблемой, что одноклассники меня булят. Булят меня за то, что у меня есть свой взгляд, свое мнение по поводу каких-либо ситуаций. Буллинг происходит во время уроков. И мне нравится мой творческий подход к выполнению заданий. Что мне делать? Может мне стать такой же и хотеть без своего мнения? Когда человек равняется на всех, он утрачивает свою самобытность и самостоятельность. Быть как все – это значит лишить себя индивидуальности, ограничить себя в собственных мыслях и решениях. Жизнь, согласно такому принципу, никогда не принесет человеку счастья. Всегда необходимо думать своей головой, а не опираться на общественное мнение. Никогда не бойся отстаивать свое мнение, высказывать его. Это дано не каждому, это долгая и упорная борьба, а бороться дано не каждому. Ты сильная, и я верю, что ты справишься с этим. Спасибо вам большое. Надеюсь, я смогла тебе помочь. Домашнее задание у вас было подготовить презентацию на любую тематику. Давайте посмотрим. Типа эстетик Girl, да. Мен де осы істеуші едім, уақытым болса. Ты что, не такая, как все? Типа особенная? Да, вообще, я нормально, что ли? Почему вы так думаете? Почему я должна быть как все? Почему я должна подстраиваться под вашим шаблоном? Я личность, у меня есть свое мнение, и я хочу его отстаивать. Есть еще желающие выступить? Можно я еще раз выступлю? Ты же выступала. Просто у меня есть еще одна презентация, которую я подготовила. Я ее не показала, потому что я побоялась общественной критики. Ахнар, мы хотели у тебя попросить прощения. Мы были неправы. Мы не хотели тебя обидеть и осознали свою ошибку. Прости, пожалуйста. Я рада, что вы осознали свою ошибку и поэтому прощаю.